вопросов повторяться не буду. Первая часть моего выступления посвящается обращению главы Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Уважаемый Рамзан, вот уже 11 лет, как ценные реликвии, я храню вашу позицию следующего содержания. Вне зависимости от обстановки выключения, мы всегда готовы оказать любую помощь и поддержку братскому народу, так как узы, связывающие наши народы, неразрывны, и никакие сильные политические интересы не могут их разорвать. Источник новости, ваших ранних Севкуловым соглашением, не только рвут узы братства, но и закладывают национальную вражду на поколение. Если ты человек слова, чести, национального достоинства, истинный чеченец, публично разорви это соглашение на клочки и вложь в урну. Независимо от позиции Евкурова, я бы на твое место поступил так. Ингуш, брат чеченца Хаджимурат Кастуров. Дальше я хотел бы обратиться к главе российского государства Владимиру Владимировичу Путину. Как все мы знаем, по федеральной трассе, но рядом с сельским поселением Гамурзиева на рекламном щите большими буквами выражена ваша позиция в отношении к русскому народу. Вы говорите, несмотря на исторические испытания, ингуши остаются верными России. Да, это так. Теперь бы хотел обратить внимание, а что имеют ингуши, исторические ингуши, за верность России? Первое. В рамках Российской империи геноцид периода Кавказской войны. Следом пришла социалистическая Россия. Геноцид 1944 года. Дальше пришла демократическая Россия. Геноцид сопровождения этнической чистки 1992 года. Более того, после всего этого, после геноцида, после проведения оперативно-следственных мероприятий, Генеральная прокуратура Российской Федерации в своем заключении постановление отмечает. Выдержка этого постановления. В период 30 октября по 6 ноября 1992 года во время этих событий убито 618 человек, ранено 939. Проведено более 6 тысяч преступлений, незаконно лишены свободы 1200. Разрушено более 3000 домовладений. Нанесен ущерб более 50 миллионов рублей. И в конечном итоге постановляют. Уголовное дело на какое-то прекращено за отсутствие введения в состав преступления. Вот после всего этого напрашивается вывод. Кроме того, ваша бытность, последний период вашего правления. Ингуши и ингуши за голосом. Нам было дано право голосовать за Россию. А вы нам не предоставили русского народа, нет вражды ни с одним народом мира, ни с одним гражданином России. У нас историческая борьба неприятных вражда с беззаконием. Когда вы заявили в первые годы правления, что ваша позиция установить диктатуру закона. Нас сопровождает и сегодня
диктатуры беззакония. Это подтверждает и последнее событие по подписанию этого договора, который ведет забивать клин межнациональной вражды, с которым у нас не было исторических вражды ни конфликтов. Наши деды, отцы исторически боролись с произволом, с беззаконием. Мы то же самое, нам они наследовали, мы то же самое боремся с беззаконием. Мы своим детям завещаем то же самое, бороться с беззаконием, государственным терроризмом до тех пор, пока наши права, права ингушского народа будут не восстановлены на уровне Конституции Российской Федерации, Республики Ингушетия, на равных регионах, на равных правах со всеми народами России. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум. Маматов Владимир Петрович, юрист, правозащитник, город Москва. Я хочу внести конкретное предложение касательно Конституции Республики Ингушетия. Я считаю, что должность главы... Дело в том, что я просто могу пример привести, самый короткий. Соединенные Штаты Америки. У них Конгресс, палата имеет, это Сенат и Палата представителей. У них население 350 миллионов. У них Палата представителей насчитывает 435 представителей. Каждые 2 года у них проходят выборы. Каждые 2 года. Также у нас должно быть двухпалатный парламент. Первый парламент – это высшая палата, это вот этот Совет Каймов, то есть представители. И нижняя палата, как здесь мы говорили все, что по смешанной системе выбираются по спискам партийным и по одномандатнике, мажоритарная система. Дело в том, что вы сами прекрасно понимаете, что риск ошибиться одному человеку очень высокий, то, что мы сейчас получили. А риск ошибиться, извините меня, парламенту, когда коллектив, огромный коллектив, то, что мы и говорим. Мы же говорим, что в парламенте надо спорить, ничего страшного, не надо бояться делать ошибки. Ошибаются все, ничего страшного. Но главное, там обсуждения идут. И риск совершения ошибки намного уменьшается. Поэтому это одно предложение. По поводу, кстати, кандидатуры. Ну и примеры последние, вот посмотрите, наши братья кавказцы, вот посмотрите сейчас в Грузии идут президентские выборы. Сейчас туда приходит, ну, скорее всего, президентом станет представитель оппозиционной партии Саакашвили. К чему я это говорю? Должна быть конкуренция политическая. Если конкуренции нет, то мы опять будем сталкиваться с ним. Мы сейчас выберем главу, например, да? Вот он, может, хороший окажется. А что следующий будет? И мы опять столкнемся с этим. Теперь вопрос конкретный по работе общественных организаций Республики Ингушетия. Надо составить дорожную карту 24 часа, 7 часов, 7 дней в неделю, 365 дней в сутки. То есть я просто столкнулся, вот не обижайтесь, организаторы, скажу как есть. У меня такое ощущение, что вы как бы изолируетесь. Надо подключать людей. Вот здесь много раз говорил, я полностью пару поддерживаю. Надо подключать молодежь. К обществу ингушскому я обращаюсь. Если у нас не будет гражданского общества, у нас получится. И совет ТЭПов, и там какие-то комитеты ничего не сделают, если мы не будем все как один участвовать в жизни своего общества. Поэтому ответственность, что в уголовном праве, например, есть организатор, исполнитель, пособник. Так вот, если мы не в жизни республики, своего общества, пособники, преступники, поэтому нам надо это помнить.
Теперь второе предложение по закону о принятии закона о иллюстрации. Закон о иллюстрации – это закон, который запрет на профессии. Для кого? Для тех людей. Вот сейчас мы знаем, что мы все знаем, сейчас у нас есть правительство, правильно? Если ни одного сейчас министра здесь нет, здесь у нас только, по-моему, 5 депутатов, да? Вот им честь и хвала, они здесь присутствуют. А там же мы все знаем министры. Так вот, я предлагаю закон о иллюстрации, чтобы эти люди больше никогда в жизни, а мы все знаем, под запретом работать в государственных органах власти. Ну, все правильно? Это будет запрет пожизненный, не только на государственном и муниципальной власти, или на предприятиях и учреждениях государственных. Например, если он учитель, пусть открывает частную там, школу, но не пускать этих людей, потому что если мы это не сделаем, опять у нас повторение ошибок. Это закон о иллюстрации. Теперь список Магнитского, вы знаете все, правильно? Вот. Значит, нам надо тех, которые у нас люди совершают преступления, совершили, вот экономического характера, коррупционеры. Это огромное преступление, потому что я занимался в 2009 году с Мурзабековым. Мы сделали доклад аналитический по федеральным целевым программам. Там огромные деньги, мы даже фамилии не знаем, кто куда деньги ушли все. То есть этих людей надо все, чтобы им был запрет на выезд за границу, чтобы счета были арестованы, и чтобы эти люди знали, что за миллиарды, которые они украли у нас, это деньги не государственные, это деньги не бюджетные, это деньги наши. Каждого из здесь сидящего надо разделить 600 тысяч на эти суммы за 10 лет. Порядка, я не знаю, если я не ошибаюсь, минимум 200 миллиардов мы получили. Вот надо делить это все. И давайте, одну секунду. Я сказал так, я просто, я так волнуюсь, у меня здесь список. Все вроде бы. Дорожный кадастр, вы постоянно живете. Я призываю вас координацией заниматься всеми диаспорами мира. Потому что у нас диаспоры крупные есть. Смотрите, самые крупные диаспоры у нас, самых крупных и значительных игроков на международной арене. Это Германия, раз, Франция, два. Бельгия у нас тоже находится, все международные организации. В США у нас тоже есть. Надо работать с Организацией Объединенных Наций, с крупными странами. То есть надо использовать международное право. И последние слова. Мне нравится выражение «будьте реалистами, требуйте невозможного». И второе. Делай, что должен, а получится, что получится. Уважаемые делегаты, давайте уважать друг друга. Мы регламентировали 2 минуты, но каждый выступает 5-6 минут. Мы понимаем, что каждый хочет выступить, но желающих очень много. Выступает Майсаров Зурбек Султанович, подготовиться. Коллеги, я прошу вот на этом выступлении по этому первому вопросу остановить, потому что у нас только работы мы завершили, а мы уже не исходим дня. Поэтому я предлагаю завершить после выступления последнего выступающего, завершить утверждение положения национальной комиссии и перейти ко второму вопросу. А после уже обсуждения второго вопроса, тогда мы, если мы будем укладываться в регламент, тогда мы перейдем к выступлению. Потому что очень много, более 15 еще выступающих, мы все равно не успеем дать им слово. Поддерживайте. Гражданство у нас состоялось. Что касается мотивации, то, что происходит, и процессуальных вещей, которые, возможно, мы должны сделать совместно с комитетом, совместно со всеми общественными организациями, со всеми вместе. Суверенитет республики – это, в том числе, границы суверенного права, просто полное. И, конечно, существование границы – это важное правило любого государства, в том числе и нас. Нас поправили, нас поставили в такое неловкое положение, соответственно, все это возмущение будет отмечено. И здесь нас собрались по этому поводу. Что я хочу сказать? Где бы я видел бы выходы из состоящего? Конечно, первая хорошая новость – это было решение нашего Конституционного суда
и Гагиев проявил мужество, дал хлопцам, это мужественный поступок, понимая, какое давление оказывает наше руководство, и, соответственно, мы все ждали этого момента, но оно свершилось. Теперь о следующем хотел бы сказать. Что касается наших в прошлом, много говорили о прошлом, оно деформировалось так. Какая-то страна под названием царское государство, советская власть, она нас просто-напросто таскала за вперед, и наши границы не по нашей воле были попраны. То есть нас представляли и все. Единственный раз, когда с двух сторон законодательное собрание приняло при этой власти и соседней власти, это был 2009 год, это начало года, РЗ-5, и были обозначены границу или между ними, или вдоль какой-то границы. Другого выхода просто, как бы так, невозможно. Это была логика, даже не надо быть юристом, чтобы понять. Третье, что я хотел сказать по поводу референдума. Конечно, он необходим. Конечно, он необходим. Потому что те границы, которые изменяются ли, вновь устанавливаются ли, конечно, это спрашивают людей. Референдум, возникновение этого вопроса. Вот и все. И здесь никакого конфуза с точки зрения законодательства нет. Это наше да или нет. Второй вопрос, да или нет. Нужны свободные выборы, то, конечно, на народном собрании. Так или иначе, эти три пункта озвучены были в митинге, комитетом и всеми остальными людьми, уважаемыми здесь сидящими. Что касается, я рад, что создается здесь в проекте, который мы здесь проголосуем, состав комиссии, который будет заниматься земельным вопросом. Я готов тоже вклад внести. Я думаю, здесь у меня самого есть 50 карт. Я в картах копался еще давно, люблю тоже историю нашего народа. Естественно, у меня есть и штабные карты. Также настоящее положение. Третий пункт. Основными задачами комиссии являются подготовка документов и материалов, связанных с историческим расселением ушей, создание ими на территории традиционного, созданными ими на территории традиционного проживания поселений. Б. Анализ формирования политических, исторических, юридических и иных оснований определения территории и границы Ингушетии. Пункт В. Подготовка общенационального доклада о включении территории народа и условиях определения границы Ингушетии с определенными регионами. Четвертый пункт. Первый пункт. Запрашивать в законном порядке материалы и информацию от органов государственной власти, управления, объединений, научных и других организаций, тейпов, научные специалисты. Пункт 6. Состав комиссии, включая ее председателя и ответственного секретаря, утверждается Конгрессом. В период между Конгрессами правом включения и исключения членов комиссии обладает сама комиссия. Члены комиссии принимают участие в ее деятельности на общественных началах. 7 пункт. Заседание по мере необходимости. 8 пункт. Заседание, если на них присутствует более 9 пункт. Подготовку и организацию решения текущих вопросов ее деятельности по поручению председателя комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия один из членов комиссии по поручению председателя комиссии. 11 пункт. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается на заседании и ответственным секретарем. 13 пункт. В исключительных случаях по поручению председателя комиссии допускается принятие решения первоначального опроса членов комиссии. Такое решение оформляется протоколом, который подписывается большинством от общего числа членов комиссии и утверждается председателем комиссии. 14 пункт. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется исполнительным комитетом Конгресса. Это на данный момент
Я зачитал все пункты положения. Были предложения разного рода. Мы их внесли. Был подготовлен предварительный состав общенациональной комиссии русского народа по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории и границы Ингушетии. Если председательство еще позволит, я примерный состав комиссии зачитаю, и по составу были предложения в конце, мы тоже их озвучим сейчас. Гойгов, то есть состав комиссии, общенациональной комиссии. Гойгов Асхаб Абдурахманович, общественный деятель, председатель комиссии. Матиева Анджела Хусеновна, член общественного движения «Опора Ингушетии», ответственный секретарь комиссии. Кадзоев Нурдин Даутович, заведующий отделом древней и новой истории Ингушетии. Ахриев Алихан Магомедович, преподаватель Исламского университета. Иев Дауд Абубакирович, заместитель председателя комиссии Республики Ингушетия по взаимодействию с органами Чеченской Республики по определению административной границы. Общественный. Сороев Муса, эксперт по землестроительной документации. Лохоев Тимур, начальник отдела ФГУ Кадастровой палаты Российской Федерации Республики Ингушетия. Сампиев Исрапил Магометович, заведующий кафедрой социологии и политологии, директор Института социальных исследований Игусского государственного университета, доктор, профессор. Барахоев Ахмед Османович, общественный. Цароев Цичоев Харон Юсупович, общественный деятель. Битиев Магомед Алиханович, общественный деятель, юрист. Вышегур Борис. Дзейтов Харон Магомедович, общественный деятель. Мартазанов Абдурахман Шамсудинович, кади Республики Ингушетия. Албаков Ибрагим Султанович, ректор Игусского Магомед, заместитель муфтия Республики Ингушетия. Мейриев Касум Османович, имам соборной мечети города Сунжа. Хамхоев Харон Магомед Гиреевич, имам мечети сельского поселения Алтун. Ташкоев Харон Юнусович, имам Зло Базоркина. Цароев Исмаил Александрович, заместитель имама мечети города Назрань. Муцольгов Абу Зяудин. Межоев Адам Баширович, имам города Магаз. Аушин Ильяс Камбулатович, богослов. Ахриев Гапур Ахметович, юрист. Газиков Берсхода Джавилович, архивариус, историк. 26 человек предварительно в состав данной комиссии. Поступило принести Хациева Тагира Магомедовича в казни. Хашиева Тагира Магомедовича, жителя сельского поселения Галашки. Я предложение продолжил. Также поступило предложение делегатов включить в состав комиссии Чахкиева, Архивного республики. 2 минуты, я поэтому вопрос. Тех, которые и там были, и здесь были, из Радова, Муса, и Кадзоев, они все вышли сюда. Поэтому у меня предложение для того, чтобы я мог в Совете ТЭК в связи с тем, что она, эта комиссия, там создана, здесь создана, самое главное, что она будет работать, внести в эту комиссию одного религиозного деятеля Ахмад Башира Алуша, второго общественного деятеля Абудеева Идриса Урсановича. Внести туда, и мы постараемся на Совете ТЭК все, в связи с тем, что там и доктора наук, у меня ни одно лицо, которое там названо, не вызывает сомнения. Я думаю, меня поймут, ту комиссию распустить. Еще раз озвучьте, пожалуйста. Абадиев Идрис и Ауша Мухаммад Башир. Ахмад Башир. Все. Ту комиссию, я думаю, мы найдем решение. Основные почти все члены, которые были, они и так пошли в эту комиссию. Все.
Я Центри Исрафил Магометович, доктор политических наук, профессор. Из этого состава комиссии я беру самоотвод. Помогать я, конечно, буду всем, но с этим составом и с некоторыми людьми я считаю для себя неприемлемой работой. Уважаемые делегаты, давайте уважать решение каждого человека. По предложениям вам были озвучены фамилии, имя, отчество. Черкиев Джабраил, заместитель директора архивной службы Республики Ингушетия. Также была озвучена фамилия, Аушев Ахмед Башир является членом Совета ТЭПов. И Идрис Абади, общественный деятель. Если председательство позволит, я думаю, что надо проголосовать. Нам необходимо поставить данный вопрос на голосование и утвердить эту комиссию. Это не значит, что она будет окончательной. Она может быть дополнена, то есть будет при необходимости расширяться. Если тот или иной член этой комиссии, который был озвучен, не желает участвовать в этой комиссии и проявляет желание, возможность в качестве эксперта сотрудничать, в этом нет ничего страшного. То есть мы будем пользоваться экспертным потенциалом не только тех членов этой комиссии, но и тех многих людей, экспертов, которые у нас являются и в республике, и за пределами республики, которые могут быть полезны для этой работы. Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Кто за то? Я считаю, что комиссия, наделить комиссию право нынешний председатель, будущий каких-то лет. Комиссия имеет право выбирать из своего состава председателя, менять его и так далее. Такое положение о том, что комиссия на первом заседании избирает председателя. Мы подошли к одному из самых важных вопросов синтеза. Я поэтому позволил себе такую дерзость. Давайте немного сама постановка вопроса. С кем мы должны разговаривать? Там не та публика, с которой должны разговаривать доктора наук. Там должны разговаривать Баграла без трибунов. А вот доктора наук должны подавать документы. Это раз. Во-вторых, все-таки на более, так сказать, консервативной стадии психологии ведут с нами диалог. Единого всего самого вина. Говорит, ваша петушан, хану бокуйнер. Говорит, я вас пойду, или я кулкатун, я тиганчу, я канал, я боку, я ха. Говорит, я хаву, вы сыпь, я фили, хавес. Я смотрю список, что с этим авто в акции, может, я ошибся. Но это тоже подавляющее большинство, а не быть. Он на свете халбес. И я как бозу бозу, а как же это она тоже. Бреня она ведет все это до халбеси. Там не столько интеллектуалы, что насколько должны быть мужественные люди, бреня это тоже. Сейчас я анда да есть тоже. Может, дай мне дома где ахуш бил, аху ганосиш. Поэтому я прошу вас, давайте, если сейчас у нас времени нет, возьмем так, берем за основу. Да, вот самим асабу дори пояснение Германа. Да, Бехмбах, эта комиссия создается не для того, чтобы вести переговоры с внешней стороной, с другой стороной. Это внутренняя комиссия, которая будет подготавливать почву для шариатского суда. Они будут заниматься всеми этими вопросами у нас внутри. Не торопитесь, не торопитесь. Комиссия, которая будет вести переговоры,
У нас есть алимы, которые, если это будет шариатский суд, там будет все по-другому. Мы бухали, это решение. Мы создаем размерение. Я думал, ну сейчас мы Василий, я к чему говорю? Вы Аллах не уйди, да. К нему подготовки есть или нет. Хорошо. Я к тому, что я немного ошибся, но я еще раз говорю. Имейте в виду, вот этот элемент, мне кажется, очень серьезный. Мне кажется, представительского состава этой делегации. Нет. Мы будем внутреннюю комиссию создавать, она будет работать. После ее работы все будет продолжаться в нужном порядке русле. Голосование. Из комиссии предложение листикера именно муфтиата Биша Махдор. Но комиссия, сама цель не только подготовка, если будет такая необходимость к шариатскому суду, но более того определить историческую принадлежность той или иной земли ингушскому народу. Это и очень ведь головы бяха дозу, головы лягтях захам, пригородных ночи дозу чахалтас, а локи أوصي بخلط المصدر أو راح غلط إلى تأخذ عم تطبخ بها استوي شوية كريست شوية بوصل الفلوق عن حاجة أبولي احتياط طبخ بها شرعي عضلات بيجون سدس به لو احتياط يعني تغل بحاجة أبو الشير يكيه حطته جنبه ويتخذ ويكيه في الأرض ده صباح Мы приняли предложение положение о комиссии, о том, что председатель комиссии избирается на первом заседании самой комиссии из своего числа. Прошу проголосовать по утверждению, то есть по утверждению положения о ингушского народа по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории Ингушетии. Голосовать кто за? Кто против? Против. Счетная комиссия. Против еще раз. Кто воздержался? Ставлю вопрос. Кто за то, чтобы утвердить озвученный состав Общенациональной комиссии народа по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории и границ Ингушетии. Еще раз подчеркиваю, что эта комиссия, несмотря на то, что мы его сейчас утвердим, она может быть еще, туда может быть еще включены другие члены комиссии, но это уже будет делать сама комиссия. За то, что данный состав комиссии, прошу голосовать, кто за. Кто против? Против. Счетная комиссия, прошу зафиксировать. Кто воздержался? Опять. Большинством голосов данный состав комиссии утвержден. Баговник, прошу ознакомить с проектом постановления. По результатам голосования по первому вопросу Всемирный конгресс ингушского народа постановляет. На первом Всемирном конгрессе ингушского народа обсудили вопрос о принципах и механизмах определения территории и границы Ингушетии. Докладчики, выступающие, обсудили проблему, связанную с установлением административных границ Ингушетии с другими регионами и территориальными спорами соседей. По мнению делегатов Конгресса, отсутствие выверенной с точки зрения истории, права, теологии и прочих наук информации об исторических территориях и границах проживания ингушского народа порождает множество спекуляций на эту тему. Для решения этой проблемы необходимо провести комплексную работу по поиску, анализу и систематизации исторических и юридических документов, свидетельских показаний, данных ДНК-исследований и прочих материалов, с привлечением специалистов и экспертов по всем указанным направлениям, а также авторитетных общественных и религиозных деятелей. В связи с изложенным Всемирный конгресс ингушского народа постановляет: первое. Образовать общенациональную комиссию ингушского народа по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории и границ Ингушетии.
Второе. Утвердить состав и положение комиссии согласно приложению к настоящему постановлению. Третье. Поручить комиссии максимальные сроки провести распределение территории. Задали и положение, и комиссию. Мы переходим ко второму вопросу об оценке деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия. С докладом реформа органов государственной власти Республики Ингушетия и органов муниципального образования Республики Ингушетия выступает Гургиев Сергей Багудинович, общественный и политический деятель. 15 минут. Прошу придерживаться регламента. Извините, минутку. Рамзан Султыго, Рамзан из Испании просит подойти, чтобы взять интервью. Салам алейкум, Мехкой. Да, Бог, Бертли, Бог, Эсмет, да, основная. По поручению землячества Москвы и Московской области мне поручено передать приветствие Конгрессу, пожелать Конгрессу плодотворной работы. Как известно, в Москве и в Московской области проживает самое большое землячество, около 30 человек. Мы 2 или 3 раза собирались, и по 100, и 200, и 300 человек. Дважды нам отказывали в предоставлении помещения властью Москвы, побаиваясь, что у нас какие-то будут там движения против федерального центра. Тем не менее, нам удалось провести заседание. Мы избрали делегацию 21 человек во главе с Хаматханом Исой, исполняющий обязанности председателя Координационного совета землячества Москвы и Московской области. Я буду сокращать свое выступление, потому что здесь несколько человек мне облегчили это выступление, в частности, Малсик Мансагов по экономике, то есть Ужахов, Бехбова, ну и другие. Поэтому, возможно, структурно я буду абзацы пропускать, чтобы сократить время. Структурно может быть неграмотно, но я попытаюсь передать суть моего выступления. На встрече у полпреда Северо-Кавказского федерального округа Мотовникова, после того, как мы проинформировали представительство о ситуации в республике, в завершение нам господин Мотовников сказал: какой народ, такие бояре. Так вот, народ какой видно, народ достоин вот тех полезных речей, которые здесь произносили. А вот про бояр я постараюсь рассказать. Я, как и многие из вас, после долгих размышлений задал себе вопрос. Почему глава республики нарушает отдельные статьи Конституции? Машины живут, эвакуатор, сдают бесплатно. Но 919 пятерки, отцевав и дают эвакуатор. Почему глава республики, нарушая отдельные статьи Конституции республики и Конституции и законодательства Российской Федерации, не учитывая заключение Конституционного суда республики и профессиональных независимых сообществ, игнорирует требования наиболее активной части общества, митинга, мнение которого он порекомендовал куда-то отправить, вы все это знаете, осыпал дополнительно еще оскорблениями народ, за его спиной пошел на такую сделку, как здесь говорит, передал около 30 тысяч гектаров Чеченской Республики, оформил соответствующее соглашение. В спешке, непонятно по какой логике, кстати, на этот вопрос и Мотовников мне ответил, взбудоражил
нынешнее живущее в республике общество для, как он сказал, блага будущих поколений. Я постараюсь кратко ответить на этот вопрос. Приведу: власть возвращает человека, абсолютная власть возвращает человека абсолютно. Вот в этом кроется ответ. Я постараюсь расшифровать. А вот абсолютную власть над нами дали ему мы. Вот как я в 2008 году, когда он вступал в должность, высказывался на съезде, наверное, помните, вот в этом зале, так и сейчас. Я повторяю, мы вознесем его, самого талантливого, незаменимого, безгрешного, в нравственном плане эталона, возвышенной на вершину самовластия, вседозволенности и безнаказанности. Это мы сделали и сделаем, мне кажется, и с любым другим. За 10 лет правления в республике создана самая изощренная нам принципа консолидации и единства единоличная власть. В органах управления по вертикали, по горизонтали, то есть в органах местного самоуправления превалируют родственные тейповые, клановые связи, которые в гораздо большей степени регламентируют жизнь в ингушском обществе, чем законы. Когда и как происходило и технологии формирования этой системы, пытаюсь рассказать на 2-3 примерах. В 2010-2013 годах все мы слышали и видели по телевидению. Прошла мощная кампания, особенно по телевидению, по дискредитации судейского корпуса. Цель этой дискредитации потом выявилась. 12 февраля Совет судей республики в своем решении констатировал, что бывший президент обвинял их едва ли не во всех грехах, проблемах, расстреле коррупции, терроризма. И эта кампания дала свои цели. Были заменены и председатель Верховного суда, и негодные ему судьи. На лояльных, то есть не чужих. Я потом расшифрую, что значит не чужих. Суд Республики Ингушетия стал подконтрольным в главе республики, независимость суда пала. Центр на это не обратил внимания. Я имею федеральный центр. Выступающий говорит, заявление граждан суда республики, возмущенной незаконностью передачи территории по соглашению, не принимается нигде, без мотивации. Надзорный орган прокуратуры республики, прокурор назначает на должность по согласованию с республиканской властью через полпред СКПИ. Сменились несколько прокуроров до своего, поскольку полпред не чужой, кадры назначают также не чужие, свои. Естественно, надзирательные функции прокуратуры стали избирательными. Как пример, прокуратура республики не видит нарушений в законодательстве республики Ингушетия по вышеназванному соглашению, а Конституционный суд республики Ингушетия сегодня отменил утверждение этого соглашения. Национальная телерадиокомпания Ингушетии, его коллектив также был разделен на угодных и не очень. Более 40 человек высокопрофессиональных были уволены, на их места набрали также не чужих, своих, сменили руководителя телекомпании на преданную ему системе. Теперь телекомпания работает на главу его окружения и прикормленных общественников, в том числе и религиозных деятелей. По телевидению идет постоянное зомбирование, разделение нас с вами. Провластные пропагандисты нам говорят о создании для нас райских условий, комфортной жизни, показывают потемские деревни и все в этом духе. Инакомыслие не допускается, правда дозирована, либо провластная. Нам названные пропагандисты, особо из числа духовенств, говорят, как важно сохранить существующую стабильность, псевдостабильность. А кто не согласен с ней, тот социально опасен, экстремист. Митинг по телевидению не показывали, но про него усердно говорили, оскорбляя митингующих, унижая, и это назвали элементом демократии. Скорее всего, свидетельствует об ее отсутствии.
Элитная провластная социальная группа, названная «Стабильность и демократия» устраивает. Она опора власти, им есть что терять, от репутационных до материальных потерь. Такие же попытки взять под контроль делаются в отношении интернет-сообщества. Пока, правда, без особых успехов. Это связано с технологиями этого ресурса. Несколько слов скажу про избирательную систему выборов всех уровней в республике. Десятилетний опыт проведения выборных кампаний показывает весь механизм воздействия на этот процесс со стороны власти. Критерии, в принципе, также известны. Допуск количества названий политической партии, региональные отделения, я имею в виду, к выборам, процент отведенных им голосов, список конкретных лиц происходит под тотальным контролем власти. Контроль над средствами массовой информации, избирательная надзорность соответствующего органа, административный ресурс, давление на избирателей, фальсификация при подсчете голосов – это технологии Республики Ингушетия отработаны до совершенства. Никакой здоровой конкуренции нет. Власть не является производной от общества, а самостоятельный и четкий источник политической воли. Одним словом, власть сама по себе, обстоятельства сами по себе, общество само по себе. Но налицо классический кризис в обществе. Но жесткое консолидирование единовластия республики, власть в одних руках, пока не допускает развиться этому кризису. Но это пока. Власть и узкая группа лиц, участвующих в политической жизни республики, путем селективного отбора формируют Народное собрание Республики Ингушетия, так называемый съезд народа Ингушетии и органы местного самоуправления. Эта система глубоко укоренила социальную ткань ингушского общества. С учетом наших традиций и обычаев разрушить его будет очень нелегко. 2/3 депутатов избраны или отобраны по тому принципу от одной партии «Единая Россия». Нужна здоровая политическая профессиональная оппозиция в республике, которая должна быть нацелена на слом этой системы. Рассчитывать на раскол прикормленной властью элиты не стоит. Напротив, они будут консолидироваться, повторяя, им еще есть что терять. Только под давлением оппозиции ситуацию можно в корне изменить. Глава возмущался, говоря, что депутаты знали про то соглашение. Может быть, и знали. Но они-то приучены молчать, они-то приучены понимать, на какой арбе они сидят и какую песню петь. За исключением вот тех 7-8 депутатов, патриотов, все остальные, конечно, подпадают под эти принципы. Депутаты Народного собрания Республики Ингушетия избираются по партийным спискам, 2/3 из них, которые в 2013 году нам подарил выбор главы республики через парламент, нарушив основополагающие принципы народовластия. Съезд является органом народного представительства, говорят, взаимодействия общества и органов власти. Я крайне удивляюсь. Все слили в одну кучу. Во-первых, Народное собрание является высшим представительным органом власти республики, соответствующим конституционными полномочиями. Во-вторых, правительство республики несет ответственность за эффективное социально-экономическое развитие республики. В-третьих, Общественная палата республики обеспечивает взаимодействие общества и государственных органов власти и органов местного самоуправления. В-четвертых, духовенство развитием общества занимается муфтият, имамы, отдельные религиозные деятели, профильный историко-культурный союз и другие гражданские институты. Названные общественные организации, вообще в частности, Совет ТЭПа разделились тоже на 2 части. Эффективность, конечно, невысока. В составе полномочий названного съезда сформирован по принципу единой власти. Глава там, депутаты там, советы общественной организации. И они же тут же принимают решение, как избрать парламент и так далее. Учрежденный в 1999 году этот съезд функционирует до сих пор. Учредили его только лишь как инструмент, чтобы на всякий случай обходить, когда нужно парламент. Потому что прецедент такой был, вы все это знаете, первый парламент республики Ингушетии противостоял нашему президенту против нарушений Конституции и законодательства. Съезд это непременно надо упразднить в первую очередь.
Далее. Разделение властей – основополагающий принцип Конституции Российской Федерации и Ингушской Федерации, Ингушетии. Но в нашей Конституции сделано существенное дополнение. То есть, если в Российской Конституции разделение властей и они самостоятельны, то в Ингушской написано взаимодействие, и дальше они как бы едины. То есть принцип единовластия. То есть опять возвращаемся в одни руки, все полномочия. Узурпация власти налицо. Одна минута. Уже почти 20 минут. Ну, 2 минуты там, Лизингири. Ну, я тогда пропускаю несколько это. Что я скажу? Конечно, назрела реформа власти. Потом существенная реформа. Как вот здесь уже говорили, избрать главу через народ, и также и парламент. Но в корне нам надо провести экспертизу, всю законодательную базу надо проверить и привести ее в норму с интересами ингушского народа. Дальше надо из 19 прямых полномочий избыточных главы, или сегодняшнего, или будущего, надо перераспределить 6 из них там, между правительством, в котором у нас как бы хозвод, и между парламентом. В том числе предать Конституционному суду сегодня показал, да, больше полномочий. Если все это вместе, эту реформу предложить, потом ее проталкивать вот через те структуры, с которыми мы имеем связи, работаем, я думаю, что мы ситуацию исправим. Но долго, но все равно к этому надо стремиться. Я предлагаю объявить перерыв. Нам свободили. Я 17:30 мы возвращаемся в Дальше